Привет, YouTube! Меня зовут Вика. И этот влог будет полностью посвящен походу в крупнейший супермаркет Москвы для предпринимателей. Это Метро. Или Метро. Сейчас хорошо за полночь, и мы обнаружили, что дома нечего кушать. И очень классно, что Метро круглосуточно, в отличие от Ашана. Ашан, к сожалению, только до 10 вечера работает. Так классно ночью здесь. Практически никого нет. Никаких толп. Обычно здесь куча предпринимателей. Кстати, Петь, почему Метро специально для предпринимателей? Ну, потому что они продают с НДС. А те предприниматели ложки, которые на основ в общей системе налогообложения, потом этот НДС можно учесть при оплате налогов. О Метро мы узнали как раз в пору нашего активного предпринимательства. Для тех, кто не в курсе, когда мы переехали в Москву, 3,5 года назад открыли интернет-магазин корейской косметики yamibox.ru и не так давно его успешно продали. Очень успешно. Да. В общем, в те времена Yamibox Time мы здесь частенько ходили, закупали канцелярию, продукты, боже, как вспомню, так вздрогну. Вот, а сейчас мы чисто за продуктами пришли. Ну и за бытовой химией, кстати. Да, тут выбор огромный, сейчас я вам покажу. Смотрите, вот это да, вот это запасы туалетной бумаги на десятилетия вперед. Все маркетологи мира бессильны перед мужчиной со списком покупок. Поэтому, да, всегда обязательно идите в супермаркет только со списком покупок. Потому что такое изобилие товаров, и обязательно в корзине окажется куча лишнего. Поначалу, когда такое изобилие случилось, вот после переезда, мы покупали горы лишнего хлама. Не повторяйте наших ошибок. Вот, кстати, мой список покупок. Называется Ашан, хоть мы и в Метро. Вот, все, что мы сегодня должны купить. Слава богу, не так уж и много. Мы ничего такого не будем брать. Нет. Как же это? Сахар – это яд. Углеводное окно только после бассейна, и оно отлично закрывается водой. Шучу. Петя, что ты делаешь? Класс, ты класс. Чего взял-то? Пошли в овощной отдел. Ребят, кто родом из 90-х, помните? Постоянно была реклама «Кто любит мамбу?». Мы нашли ее. Лёша тоже. Все любят мамбу. Не знаю, брать, не брать? Ну, нет, наверное. Я помню, как-то набрала сникерсов, твиксов и Milky Way. И это оказалось не так вкусно, как в детстве. Он закупается. Бульон говяжий. Вот, знаете, чем вас кормят? В кафе. Бульон грибной. Какой ужас. Он Бульон жидкий? овощной. Нет, это порошок. А, да ты чё, ужас какой. Суп-пюре из белых грибов. Фу, Соус бешамель. ужас. Соус деми-глас. Смотрите, стружка тунца. Все для суши-баров, вообще все. Смотрите, васаби. Ух ты, это что? О, вот она стружка тунца опять, смотри.
это да. Что? Нет, сколько? Дорого, наверное, стоит? Вот. Стоит сколько? 1500. В принципе, нормально. Смотрите, сколько орехового соуса. Блин, кунжутный. Такие объемы огромные. Мы входим в отдел заморозки. Правда, очень холодно. Чего? Бургеры готовые, замороженные. Смотри. Да ладно. Блин, как так-то? Ангус бургер. Что за ангус? Ну, говядина ангус. Готовые блюда. Так, посмотрим. Чебуреки с бараниной. Блин. 6 чебуреков 157 рублей. Вот подстава. А что подставить? Нормально. С говядиной. Ну, когда я прихожу в кафе, я думаю, что меня будут кормить тем, что приготовлено на кухне. Картошка фри. Блин, сколько тут кило? 2 килограмма. Еще и дольками, да, как в Бургер Кинге. Дольками есть. Не покупайте картошку фри, это же вообще абсолютно мертвый продукт. И плохое масло, скорее всего, да? Хочешь почки говяжьи? Да, хочу. 89 рублей. Фу. Нет, мы такое не едим, но выглядит ничего так, да? Почки. Так, что тут еще есть? Хвост говяжий, 259 рублей. Такое вот мясо, все в вакууме. Но это заморозка. Вообще-то тут есть целый отдел парного мяса. Вот уже все готово. Азу из телятины. Гуляш. Тут мясо, конечно, крутое, да? Что это? Мякоть верхней части бедра. Мякоть пашины, я даже не знаю, что такое флэнг говяжья. Блин, так пахнет кровью. Вообще классно. Уталина. Сердце утиное. О, кролик. Самый свежий. Давай кролика возьмем, Петь. Нужны ножки, филе. Вообще не разбираюсь в вине, но здесь так красиво, подсветка. И ночью в метро выключают основной свет, и поэтому так интимно, прям как в баре. Вот это погребок, да? Смотрите, какую штуку нашла. Что это, интересно? Это какой-то а-ля самогонный аппарат, кажется. Нет, это не то. Да, тут много всякого такого. Ребят, дожили. Вода, весенняя вода, спринг-вота стоит 1053 рубля. Это вообще как? За что? Что с этой водой? В пластике. Это даже не стекло. Я не понял. Что за херня? О, сушеная говядина. Оленина сушеная. Да ладно. Мясо курицы сушеное. Конина сушеная. Вот это жесть. Какие чипсы из конины, да? Все уже есть, блин. Все придумали, все сделали. Вот, корейские продукты завоевывают российский рынок. И дико демпингуют крупные сети. И вовремя мы завязали с Yummy Box'ом, на самом деле. Смотрите, какая цена смешная. Вот, улиточный гель. Стоил он раньше 900 рублей. Да. Сейчас 420. Были времена. Были времена. Не хватает сил на овощной и фруктовый отдел, но здесь прикольные есть экземплярчики. Вот. Маленькие-маленькие. Меньше, чем iPhone. И вот ананасики. Или вот. Это что за инопланетяшки? Полонёшки. Это Хивану. Кивана. Наша покупочка. Надеюсь, этот влог был полезен для вас. И напишите, пожалуйста, мне в комментариях, стоит ли мне начать снимать серию видео, что-то вроде «Москва. Инструкция по применению». Буду очень рада вашим предложениям. Пока!